В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также международная и региональная проблематика. Президенты выразили удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества. Главы государств поздравили друг друга с наступающими праздниками Навруз и Ид-аль-Фитр. Президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, поздравил лидера нации с подписанием договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. В ходе беседы стороны также обговорили график предстоящих двусторонних и многосторонних встреч. В частности, речь шла о трехсторонней встрече президентов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана в древнем Худжанде, которая намечена на конец текущего месяца. 19 марта 2025 года в Душанбе состоится первое заседание первой сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Первая сессия Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва состоится в 10 часов в зале заседаний Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Депутаты Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан регистрируются 18 марта текущего года с 8:00 до 17:00 часов на первом этаже в комнате номер 1 здания Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. К другим темам. Навруз объединяет народы. Навруз – это праздник возрождения, единства и надежды. В Душанбе с участием представителей 26 стран мира впервые проходит Всемирный фестиваль молодежи в честь лучезарного Навруза. Всемирный фестиваль молодежи в честь Навруза проводится по инициативе Комитета по делам молодежи и спорта и направлен на объединение молодежи разных стран в духе дружбы, культурного обмена и устойчивого развития. Участники форума приняли участие в посадке деревьев, символизирующих дружбу народов. Меня зовут Курьянова Наталья, я руководитель белорусской делегации. Мы очень рады быть здесь. Благодарим таджикскую сторону за приглашение. Для нас это очень важно. Обзаводиться новыми связями, обмениваться опытом. Сейчас мы находимся на посадке деревьев. Это очень важная экологическая акция. Мы у себя на территории Беларуси тоже часто такое проводим. И тоже очень рады быть частью этого фестиваля. Алымбеков Тунстан Джилзбекович, главный специалист управления молодежной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Мы приехали, чтобы наша молодежь снова взаимодействовала, посадить деревья дружбы. Очень радостно для нас. Участники фестиваля возложили венки к основанию памятника Исмоили Сомони и посмотрели театрализованные представления, посвященные Наврузу на территории Национальной библиотеки Таджикистана. Навруз – это праздник возрождения, единства и надежды. Это время, когда природа пробуждается, а человечество наполняется новыми силами и вдохновением. Этот древний праздник, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, является символом дружбы и взаимопонимания между народами. На этом фестивале продолжают традицию объединения, укрепления связи между молодежью разных стран, обмена знаниями и культурными ценностями. Всемирный фестиваль молодежи продлится до 21 марта в Пенджикенте, Истаравшане, Худжанде и Анийском районе. Напомним, что Навруз – один из древнейших праздников, отмечаемых народами Центральной Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Этот праздник символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года. Традиции Навруза включают приготовление праздничных блюд, проведение народных гуляний, спортивных соревнований, театрализованных представлений и благотворительных акций. Было отмечено, фестиваль – это не только культурное событие, но и площадка для диалога, новых идей и сотрудничества. Здесь, в атмосфере дружбы и взаимопонимания, закладывается основа будущих совместных проектов, создаются прочные связи, которые помогут преодолеть глобальные вызовы и построить светлое будущее. Навруз – это время укрепления дружбы, взаимопонимания и единства народов. Карим Хайдар, Лишоди Хушбахт, новости.
В преддверии Международного Навруза во всех городах и районах проводятся мероприятия в честь этого светлого праздника. Больше всего в празднование Навруза вовлечены дети и молодежь, что позволяет сохранить традиции и культурное наследие. Навруз – один из самых главных весенних праздников для таджикского народа. Навруз – это не просто календарная дата, а живая традиция, наполненная символикой обновления и радости. Празднование Навруза означает утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом и природными циклами обновления и заботливое, уважительное отношение к природным источникам жизни. Наследие Навруза получило признание на международном уровне. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, отметив его глубокое культурное значение и роль в укреплении взаимопонимания между разными народами. В 2010 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 21 марта Международным днем Навруза, призывая к его глобальному празднованию и подчеркивая его ключевые темы – мир, единство и обновление. В Таджикистане, как на родине Навруза, к этому празднику готовятся задолго до его наступления. В преддверии Международного Навруза принято очищать и облагораживать улицы, дома и дворы, отказаться от всего плохого и начать реализацию своих планов на благополучие и успех. Одним из главных символов Навруза является суманак. Это очень вкусное и полезное блюдо, которое с древних времен дарило людям утраченные за зиму силы и энергию. Каждая хозяйка готовит суманак по-своему, но основной ингредиент – пророщенная пшеница – незыблем. Молодежь перенимает традиции приготовления суманака и украшения дастархана у старших. Я Мухаббат Утаджонова, студентка 3-го курса Славянского университета. Красиво накрытый стол – это еще одна традиция Навруза. Центральное место на праздничном столе занимает суманак. Суманак – это десерт, который готовят в каждом доме, а также оно считается главным блюдом. Бабушка говорила, что суманак готовят из проросшей пшеницы, замачивают пшеницу и дают прорасти, затем толкут в металлической посуде, смешивают с мукой, а потом кладут в казан. Лакомство должно вариться около 12 часов, а также мы должны постоянно помешивать суманак. По легенде, при помешивании суманак нужно загадывать желание. Считается, что если кто-то загадает желание от чистого сердца, то оно обязательно сбудется. А также процесс готовки сопровождается веселыми танцами. من رحمانова نازنین دانشجوی کورس 4 دانشگاه славяне мебошам. Навруз – праздник, который символизирует обновление природы и укрепление связи между людьми. На Навруз принято приглашать гостей, накрывать праздничный дастархан и украшать его по древним традициям – хафт-син и хафт-шин. 7 предметов на букву «С» и 7 предметов на букву «Ш». Все эти предметы имеют свой сакральный смысл. Например, себ – яблоко – это символ здоровья и красоты. Сабза – зелень – обозначает обновление природы. Сипант – очищение и оберег от темных сил. Шакар – сахар – пожелание счастья. Шир – молоко – символ чистоты. На Навруз девушки надевают самые лучшие и яркие наряды. Шьют платья из атласа, адраса и чакана. Чакан – это вид народного ремесла, имеющий очень древнюю историю и тесно связан с бытом, обычаями и духовным миром таджикского народа. Ведь чакан – это не просто вышивка для украшения, это пожелание. Недаром это таджикское искусство внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Чакан – один из видов художественно-прикладного искусства. Вышивки гульдузи. Куртай-чакан – это национальное женское платье, украшенное вышивкой. История чакана уходит в тысячелетия. Вышивание в стиле чакан принадлежит к древнейшим способам украшения тканей.
Мастерицы в вышивке орнаментов используют до 700 узоров, среди которых бодом, миндаль, лола, тюльпан, булбул, соловей, баргибет, листок ивы, косогуль, крупная роза и многое другое. Каждый узор имеет свое значение. Например, зигзагообразные волны означают воду, то есть продолжение жизни. Узор граната, аноргул – единение, любовь. Изображение перца отпугивает злых духов. Важно, чтобы узоры сложились в единую картину, гармонировали друг с другом. Возрождение обычаев, традиций и национальных костюмов, древних обрядов и праздников, в том числе Сада, Навруз, Тиргон, Мехргон, способствует укреплению исторической памяти, возвышают чувство патриотизма и национальной гордости, особенно у молодежи. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбахт. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.